Вот сейчас, можно сказать, благоприятные условия создаются для, ну не первый раз уже, не первый период такой, но для развития нас как государства на разных уровнях. Наверное, в первую очередь это благодаря личностному фактору, подходу новому со стороны нового куратора абхазского направления Российской Федерации, это Сергея Владимировича Кириенко, их, ну как мы видим, интенсивного взаимодействия с нашим президентом Бадрой Зурабовичем Гумба. И сегодня мы видим ряд положительных тенденций. Но есть в обществе опасения, остаются, что вот такой период сейчас благоприятный, что он может быть вот слишком завязан на личностном факторе, да, вот, и используем ли мы, да, вот вы на своем уровне, и может быть вы можете там оценить в целом работу правительства, используем ли мы эти возможности сегодня для того, чтобы выстроить более крепкое, тесное, результативное, эффективное взаимодействие на разных горизонтальных уровнях с Российской Федерацией, для того, чтобы вот в будущем у нас устойчивая работа была вот налажена, вот каждый знал на своем уровне, что должен делать, с кем взаимодействовать в Российской Федерации, и в долгосрочном периоде, чтобы мы смогли вот это все использовать на развитие наших отношений и нашего государства по всем направлениям. То есть предпосылки для выстраивания некой структуры, которая не будет зависеть от личностного фактора? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что мне совершенно не нравится слово «куратор». Ну, мы так, по-простонародному, как привыкли называть в народе, так и говорим. Ну, я думаю, это должно уйти куда-то в сторону, со временем, по крайней мере. Если говорить о роли личности вообще в политике, в истории, сейчас не будем уходить в дебри философии, но тем не менее человеческий фактор всегда играет существенную роль. Безусловно. И оспаривать это было бы легкомысленно. Я думаю, что многое зависит от фигуры того человека, той или иной персоны, которая в данное время отвечает за взаимодействие с Республикой Абхазия в Российской Федерации. К счастью, не побоюсь этого слова, сегодня это наш соотечественник, а мы так его и воспринимаем. И здесь, кстати, мы не грешим против истины. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Владимирович Кириенко. Человек, который, ну, я убежден в этом, лучше, наверное, многих иных чиновников понимает менталитет нашего народа, не понаслышке знает об особенностях жизни, культуры, уклада, о нюансах нашей политической культуры. И слава Богу, что сегодня это он. Да, действительно, хорошее взаимодействие с нашим президентом Бадрой Зурабовичем Гумба. Кстати, тут у нас тоже все неплохо. Уже 2 встречи полноценные, хочу обратить внимание наших зрителей, состоялось между президентами Абхазии и России. И причем это не где-то на ногах, там, на полях того или иного форума или саммита. Это полноценные встречи 2 глав государств. Разумеется, контакты подобного уровня, они дают основания предполагать, что наши отношения идут по восходящей. А та активность, которая сегодня присуща нашим взаимоотношениям, тот импульс, который придал Сергей Владимирович Кириенко нашим взаимоотношениям, увеличение количества форматов, по которым взаимодействует сегодняшняя Абхазия и Российская Федерация, конечно, он внушает оптимизм. Важнейшие сферы жизни страны, а это образование, здравоохранение, это культура, молодежная политика, которая сегодня просто масштабируется. Это сотрудничество масштабируется, и с одной и с другой стороны это направление возглавляют талантливые люди.
активные, энергичные. Это очень важно. У нас, я убежден, что нет огромного количества времени на раскачку, на праздное, так сказать, созерцание вот каких-то начальных успехов. Здесь надо работать очень динамично, не жалея себя, что называется. Ну, кстати, вот Сергей Кириенко уже 5-й раз, насколько я понимаю, или 6-й приезжает в Абхазию за короткий период. Но это же говорит о том, что Абхазия в приоритете. Конечно. Но это и большая ответственность. Вот я и это накладывает ответственность. хочу понять.